Хороший праздник, но безработица, бедность, недовольство людей постами остаются. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как визиты Эмомали Рахмона в различные районы Таджикистана только бросают пыль людям в глаза. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Своей тактикой правления Эмомали чем-то напоминает диктатора Гурбангулы Бердымухамедова. У него, как и у Аркадага, с поступлением власти немного начало двигать крышу. Рабочая поездка Эмомали Рахмона в Гбао была посвящена 30-летию независимости Таджикистана. Президент по традиции сдал в эксплуатацию целый ряд социальных объектов, принял военный парад, рассказал о достижениях и пообещал финансирование. Рабочая поездка Эмомали Рахмона в Горно-Бадахшанскую автономную область продолжалась с 27 по 30 сентября. Помпезные театрализованные встречи главы государства сопровождались сдачей в эксплуатацию ряда социальных объектов, построенных преимущественно за счет доноров и частных инвестиций в Дарвазском, Шугнанском, Рашткалинском районах и городе Хароге. Жители региона по-разному оценивают итоги 30-летней работы властей в области. Одни считают, что президент прилагает максимальные усилия, другие называют эти действия несистемными и недостаточными для прогресса. Обозреватель Азиз Нахибзода уверен, что налицо попытка воздействовать на электорат пиар-методами. КМОН использует все возможности для повышения рейтинга у населения. Руководитель Ассоциации предпринимателей и фермеров Милал Интер Баймамат Алибахшев считает, что в области благодаря президенту и активному сотрудничеству правительства с международными донорами наблюдается существенный прогресс. Районные центры за эти годы изменились до неузнаваемости. Наиболее отсталым считался центр Росткалинского района, но и там началось активное строительство объектов. Например, возведение ГЭС Себзор даст массу возможностей для населения и создаст множество рабочих мест, отмечает Алибахшев. Внимание, которое уделяет президент региону, дает надежду, что в будущем власти дадут возможность инвесторам разрабатывать месторождения на территории области, откроют авиасообщение и многое другое, что увеличит экономический потенциал региона. Однако, судя по открытию последних объектов, инвестиции в регион пока поступают в виде финансовой помощи, а участие президента не ограничивается открытием лишь крупных проектов с участием государства, впрочем, как и в других регионах Таджикистана. Так, в селении Дурабак Дарвазского района глава государства сдал в эксплуатацию 3 мелких предприятия по производству упаковок, переработке фруктов и производству пластиковых предметов, построенных за счет местных предпринимателей. Во время встречи с активом района глава государства отметил, что за годы независимости Таджикистана правительство республики направило для развития Дарваза 1,2 миллиарда самани, Ванча – 340 миллионов самани. Более того, с 2021 по 2025 годы правительство направит для развития Дарваза еще 405 миллионов самани, а для Ванча 160 миллионов самани. Но при этом, как мы говорили в прошлых видео, многие постройки открываются, а потом закрываются после того, как президент уезжает из этого региона. А как вы относитесь к работе правительства? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Солидные цифры многие жители региона воспринимают скептически. Жительница Харога София Мусафирова, журналист по образованию, называет последнюю рабочую поездку президента в Гбао визитом вежливости. Для уставшего от безысходности народа это был хороший праздник с салютами и фанфарами. Но если смотреть реально на вещи, то все насущные проблемы области – безработица, бедность, недовольство населения постами – в городе остаются. То есть фундаментальных условий для развития региональной экономики нет, отмечает Мусафирова. Между тем, по оценкам президента Эмомали Рахмона, озвученные по итогу визита в Гбао меры, осуществленные правительством страны, позволили снизить уровень бедности в Гбао с 97% в 1999 году до 29,7% в 2019 году. В Рошткалинском районе президент открыл площадь государственного флага, сдал в эксплуатацию центр по обслуживанию населения в энергетическом секторе, запустил новую линию питьевой воды в поселке Медон и селе Рошткала. Также сдал в эксплуатацию здание правительства, управления финансов района, налоговой инспекции и центра юстиции. Перед отъездом Эмомали Рахмон в ходе встречи с активом района отметил, что за годы независимости из всех источников финансирования району было выделено более 715 миллионов самани для обеспечения устойчивого развития различных секторов экономики и повышения благосостояния населения. Также в Хароге президент дал старт деятельности электрических подстанций Харог и Памир-1, ввел в эксплуатацию линии питьевого водоснабжения. Также президент открыл в Хароге спортивный зал, построенный компанией Тисел.
Открыл он и новое здание среднего общеобразовательного учреждения номер 5, возведенное в рамках сотрудничества правительства с партнерами по развитию за около 8 миллионов сомани. Но при этом почему-то проблемы местных жителей все равно не пропадают. Также безработица и все остальные проблемы остаются уже многие годы. И это если не считать, сколько район потратил на то, чтобы встретить президента. Как вы относитесь к таким пышным встречам? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.